Отмена техосмотра для легковушек, уголовная ответственность для лихачей и новый расчет ОСАГО. 2022 год принес автомобилистам немало изменений. Обо всем по порядку расскажет Александр Карепин. ОСАГО выросла в цене. В силу вступило указание Центробанка об изменении региональных коэффициентов обязательного автострахования. Согласно документу, верхняя граница единого для всей страны коридора ОСАГО выросла на 10%. Теперь это 5980 рублей. От этой суммы рассчитывается базовый тариф. За безупречную езду, как и ранее, конечно, будут скидки. А вот тем, кто периодически устраивает дорожно-транспортные происшествия, придется платить за полис куда больше, чем прежде. Впрочем, без послаблений не обошлось. Владельцев легковых автомобилей и мотоциклов с этого года освободили от прохождения техосмотра. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 30 декабря. Теперь техосмотр обязаны проходить только такси, автобусы и грузовые машины. Статьей 2 данного федерального закона внесены изменения в закон о регистрации транспортных средств, который предусматривает обязательное предоставление гражданами диагностических карт при регистрации транспортных средств старше 4 лет, вне зависимости от формы собственности и, соответственно, категории транспортных средств. Те, кто все-таки обязан по правилам оформить диагностическую карту, но это не сделал, заплатит штраф. С 1 марта раз в сутки их смогут штрафовать на 2000 рублей с помощью дорожных камер. Кроме того, предполагается введение новых санкций. В частности, за опасное вождение штраф 5000 рублей. Если же водитель не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, он возрастет до 40 тысяч. А если в салоне автомобиля вместе с нетрезвым водителем находится ребенок, сумма вырастет с 30 до 50 тысяч целковых. Изменения коснулись и Уголовного кодекса. Автомобилисты-лихачи теперь могут получить до 3 лет лишения свободы. С 10 января текущего года в силу вступил закон о введении уголовной ответственности за повторное нарушение, связанное с превышением скорости движения транспортного средства свыше 60 км в час, допущенное лицом, будучи лишенным права управления за аналогичное правонарушение. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, совершенный лицом, уже лишенным права управления за такое же правонарушение. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости. Также каждый 10-й автомобилист грубо нарушает правила, повторно выезжая на полосу встречного движения. Бить рублем не вышло, пришлось перейти к радикальным мерам. Александр Карепин, Олег Юшков, телеканал Юрган.